Да нифига тут не видно, ребят. Ну ща. Ну, ща. Ешь. Ай да, там тоже есть. Так, собак накормил, ребят, я. Сейчас уже начинаю сам кушать. Яйцо. На ужин яйцо будет. Каша. Где-то пол кастрюли, много получилось. И хлеб с майонезом. Больше ничего так. Аппетита особого и нету. Чтобы много кушать. Как говорится, не заработали еще сегодня. А в тайге любая еда очень вкусная. Кто-то говядину тушеную ел. Тушенка. Очень, чтобы не забыть. Магазин от карабина. Надо тоже зарядить патроны. Завтра на этим займусь сегодня. Не буду уже. Где-то 5 часов встану, 5 утра. Даже и будильник еще не сделал, ничего. Вот так, ребят. Больше вроде рассказывать нечего сегодня. Думаю, дофига серий будет. Дома не так много болтаю, а вот выйду в одиночество, в тайгу или еще куда. Включу камеру. И все время хочется что-то сказать, рассказать. В общем, ужинаю и ложусь отдыхать. Встретимся завтра. Действительно, добавить уже нечего. Все, до завтра. 4 октября. Вон как красиво. У меня уже угли в печке. 5:29 утра. Я вставал 4:30, затопил печку и еще отлежался где-то час. Закипел чай. Печка уже почти, сейчас перед уходом я закрою наполовину печку. Так что утро начинается. Так, Айда на месте. Тулана я не наблюдаю. Куда он убежал? Еще ночью тут был я, когда выходил. Утром-то есть. Бродит где-то, ну ладно. О, тишина сегодня, ребят. Пока тишина, немножко гудит лес, тайга. Небольшой гул идет. Моросит. Небольшой дождик чуть-чуть. Вот такое утро начинается, ребят. Тулан опять куда-то убежал. Надеюсь, придет. Все, просыпаемся. Просыпаемся, ребята. Оф, поспал. Ну так, хреново засыпал там. Крутился, вертелся, а потом вроде заснул и утром уже проснулся. Чуть-чуть прохладновато стало в избушке ночью, потому что дверь там неплотно закрывается, как-то щели там небольшие есть, но на мыши еще там на чердаке там
этот, как его, дырки сделали где-то, может, мох где-то вытащили. Ну, где-то выходит жар, выходит. Вот так, ну ладно, буду просыпаться завтракать. О, туланчик прискакал. Я уже позавтракал. Он пришел вон оттуда, с той тропинки, я не знаю, куда он ходил. И опять куда-то идет. Все время на ходу. Я позавтракал, творог съел. Сейчас пока не ушел никуда, я быстренько оденусь и немножко я поранил ногу, как сказать, горячей водой. Я чай наливал в чашку и ногу обжег. Такие делишки. Чуть-чуть сыра еще тут надо. Ладненько, будем разбираться. Не впервые. Немножко бинтовал там, и носки надо поменять местами, а то влажно тут. Ну да, поменяю. Так, конечно, желательно, чтобы где обжег наружу было, а вот сегодня целый день на ходу нам еще быть. Не знаю, рано. Дальше откроется, нет. Хреново дело, в общем. Так, немножко, чтобы не терлось об носки. Так, намотал. Нормально. Вот, блин, тулан ушел. Надо собираться уже. Время уже ого-го. 9:20, ой, 6:20. Блин. Мы должны быть уже в пути. Бегают. Мы уже возле реки, ребят. О, хочу на тот берег перейти и там побродить. Вода, уровень стоит. Ну, буквально 5 миллиметров, наверное, ниже упала еще, пока вода стоит. Все ровно. Тишина, ветра, ничего нету. Только грохот, шум от этих собак. Туда надо перейти. Берег не очень хороший тут. Вон оттуда я, короче, переплыл до сюда и залез на берег. И смотрите, первая тропинка. Первая тропинка. Мы не одни. Рябчики свистят, пару штук. Тропинка. Нету лоси, нету медведи тут ходят. Толком понять не могу. Но факт, что возле берега ходит кто-то. Слышите? 3 или 4 рябчика. На сегодня с ними я баловаться не буду, никогда мне. Без этого дел много, но факт, что мы не одни, хоть пару штук есть рябчиков сейчас я. Целый выводок. Для этой охоты надо время по времени. Одним свистком не получится. Да, несколько штук их. И я подожду, пока эти листья еще выпадут. Блин. Так. Ну что за хруст это когда-то собаки? Ладно, ребята, надо идти. Сегодня у меня без этого, как сказать, охота, тихая охота будет. Тихая охота. О, свистят как. С ружьем особо шуметь не буду. Я взял карабин. У меня с собой карабин. И топор в руках еще. Так, ладно. С вами я как-нибудь другой раз севером погуляю. На вас буду охотиться.
Дошел до ручья. В прошлом году все бурлило тут, а в этом году вообще мало воды. Иду тихо, не спеша, собака рядом тоже. Ни одного взлета, падения, ничего нет, тишина кругом. Вот такой небольшой водопад. Там небольшое озеро, оттуда выходит вода. А здесь уже речка тоже недалеко. Короче, как переплыли на лодке речку, только там рябчики и видели. Больше ничего нету пока. Хотя уже прошли километра 3, не меньше. А ходят, ищут, бродят, работают собаки. Вот так, интереса тоже быстро теряют. Пока ничего, ни запаха, ничего. Такое старые следы у этих лосей встречались. И все. Вышли на озеро. Тут кроме карасей ничего нету. Один раз как-то плотва еще попадалась. И рассказывал в одном видео, хариус тут, видно, полноводье зашел и не выходил. Один хариус еще попался. Не было такого еще, чтобы уровень таким маленьким был. Во время в осеннюю пору, то есть. Там вот где-то метр воды ниже уровня осеннего. Островок. Ни разу не видел такое. Сколько хочу рыбачу. Это да, сколько уже мы прошагали, ребят. И нифига. Рябины, можно сказать, нету. Летом приезжали, на каждом кусте, наверное, уже птицы все съели или сама уже выпала. Тулан рядом, а это здесь. Все в сборе, короче. Ходят тоже, бегают, но пока толку никакого. Ну, здесь ельник. Здесь ельник. На крупную дичь мы не рассчитываем. Здесь глухарей нету, а рябчиков не встречаем. Не знаю где, почему их нету. Не понимаю пока. Я ничего пока не понимаю. Первый день в тайге. В какую сторону идти? По сосняку ходить или же по ельнику? Ни белок, ни куницы, ничего пока еда не подняла тоже. Или не находит, или нету тоже их. Сегодня разведка с боем, но посмотрим, что дальше будет. Да, планчик, молодец. Ну что, ребята, первый перекур у меня. Собака тоже рядом. Прошли, ну, по километражу не могу сказать, без навигатора. Сел на такую осину, все изгрызли вон до конца ствола, там лосипы сгрызли. Корой кормился он. Взял только термос и конфеты, больше ничего не взял. Так, ну-ка выйдите отсюда. Нельзя. Тоже ждут вкусное. Вкуснятины им хочется. Сейчас по конфетке дам им. Так. Тебе и тебе. Хлеб я ничего не взял. Сейчас уже после чаепития будем возвращаться потихоньку. Еще в одном месте только я слышал несколько рябчиков. Короче, на этом путике у меня 2 партии рябчиков. Так, держи. Ладно. Все, дал им конфеты по одной. Пусть сладости покушают. Чавкают. Вкусно. Где-то ниже там выстрел слышал.
И все. Больше ничего. Сейчас отдохнем. Дальше пойдем. Да. Сейчас я прошелся, так особо следов медвежьих не видел. В одном месте только лоси, там гон видно был. И самки там яму копали. Свежая тоже была, но не стал снимать. Как-нибудь другой раз поснимаю, а сейчас я в другом месте пойду. Все покажу. Эту яму покажу. Дальше показать надо вам еще солонцы. Все я покажу. Но не сегодня. Сейчас пойдем к избушке и в другую сторону сейчас ходим. В сосняк. Там уже может встретим глухаря. Думаю, будет поинтереснее. Может и нет. Посмотрим. Уже сколько там валежников. В прошлом году все вычищал. Пилил даже. Рябчик. На другом берегу где-то. Я недалеко река. Тут метров 100 от меня река. Где-то там дальше тоже рябчик. Но время от времени видно рябчики есть. Но не на земле. Не бегают, не свистят. Не на березах. Да, свистит. А они на елках или не знаю, чем-то они каким-то почкам на березы кормятся. На крупных березах, не именно вот на молодняке, а на крупных березах. Нарывается. Ну, я с карабином гоняться и тем более с собаками не буду. Как-нибудь другой раз именно на рябчиков пойду. Хватит. Все. Хватит. Вот такой чаепитие небольшое. Да? Где куница? Где куница от вас? Берза, куница. Ничего не залаяли. Ай да фу. Хоть дождя нету, и то хорошо. Болотные сапоги не одел, потому что здесь сегодня, в принципе, росы тоже нету, и не так сыро. Иногда бывает там лужи большие, а сейчас все сухо. Здесь сейчас сухо, и на дальнем пути 2 километра по болоту надо еще идти, там тоже, думаю, не так сыро в этом году. Ну вот, все. Сейчас обратно к избушке. Будем шуровать. Пока ничего интересного для съемок не было, из-за этого не включаю камеру. Что без толку там включать. Одно и то же показывать. А увидим что-то серьезное, что будет заснять. Включусь, обязательно поснимаю. Пересвистываются, ребята, рябчики. Я один раз свистанул, один сразу подлетел, он туда сел. Там сидит где-то.
Силуэт, наверное, похож на то. Вон еще второй. Одного там вижу, второй там. Лок, да, айда, лок. Пошли, пошли. Не будем шуметь, пойдем. Лок, да. Вон он сидит, ребята. Сейчас приближу, если найду его, покажу. Так, вон он. Вон рябчик. От меня где-то 40 метров. Бери не хочу. Бери не хочу, вон рябчик. Их где-то штук 5 тут. Но сегодня у нас охота не на рябчика. Такое место интересное. Смотрите, сколько валежников тут. Ну, черт ногу сломит. Оттуда ручей идет. Хороший путик можно сделать для капканов возле ручья. Вот так. Ну ладно. О, смотри, что-то тулан нашел. Или айда. Рябчик, наверное. Ну да. Он похож на то, ребят, смотрите. И между прочим, второй случай сегодня. Я в одном месте еще перья тоже видел. Хвостовые перья. Там левее, как где вот мы перекурили. Чай пили. А замолкли. И нас заметили. Ладно, в другой раз оружие север. Возьму и с оружием север. Сюда надо прийти без собак. Тут озеро, смотрите, какое красивое. Уток не было ничего. Ладно, идем дальше. Очередные рябчики взлетели, ребята. Вон он. Опять сидит и прямо над головой. Не вижу. Ориентир не могу взять. Ага, вон он. Нашел. Вон он. Молодой. Прямо над головой. Буквально 20 метров. Вон он. Наблюдает. Ага. Тоже оставляем на другой раз. Если не выйду, смотрите, тут какая красивая тоже. Без подсада, без ничего такое. Рябинник там. Красиво. Что-то айда не залаяла. Тулан там бегает. Это хорошо, пусть они не гоняют рябчиков. Пусть не гоняют это. В конце охоты где-то можно еще прийти именно на рябчиков. Вон, смотрите. Не будем же сразу моментально их стрелять или еще. Вот, наслаждайтесь, смотрите. Это рябчик в коме тайге. Вот так вот. Был бы глухарь, стрельнул. А рябчика сегодня не трогаем. Сегодня рябчиков не трогаем. От меня береза на буквально 17 метров и чуть выше, ну примерно 25 метров максимум. Тулан не залаял тоже. Ему пока бы все по барабану видно.